как зеркало, отражает она целую эпоху со всеми невзгодами и радостями, потерями и открытиями, страхами и геройствами. Столетию журналистики в Республике Коми посвящается. 10 июня 1918 года. На улицах Усть-Сысольска оживление. По рукам передают знакомые и незнакомые друг другу люди развороты серой грубой бумаги. На ней стройные колонки свежеотпечатанного текста. Вверху крупными буквами «Зырянская жизнь». Это первая в истории Коми-края газета. Общественно-политическая, экономическая и литературная. Так тут же представляется она своим читателям и сразу заверяет, что выходить с этого дня будет не реже 2 раз в неделю и рассказывать о всех изменениях, которые происходят в молодой Советской Республике. А после не единожды газета поменяет свой облик, содержание и даже название. Останется неизменным точно только одно – отражение на страницах настоящей жизни Коми-края. Товарищ, ты слышишь тревожный звон, зовущий к грядущей славе. Слышишь в нем голос разбуженный свой, всех тех голоса, кто с нами. Именно на страницах газеты впервые опубликовывает свои стихотворения на коми-языке Виктор Савин. В 1918-м он, молодой и амбициозный, получает должность делопроизводителя в уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Работа в госструктуре сложна и однообразна, а душа поэта просит ярких красок. Выплеснуть их, хоть и черным печатным шрифтом, удается в зырянскую жизнь. Тем временем печатное слово из Усть-Сысольска пробивалось до самых отдаленных сел и деревень. 10 октября 1920 года в Большом Печорском уезде, оторванном от центра сотнями километров, вышла в свет газета «Красная Печора». Первый ее номер прочитает сам Ленин, напишет и личный ответ. Спасибо, дорогие товарищи, за присланную газетку «Красная Печора». От души желаю вам успеха в нашей трудной общей борьбе с хозяйственной разрухой, темнотой и невежеством. Пусть эта маленькая газетка послужит светлым началом грядущего рассвета этого далекого и холодного края. А уже через 3 года в Усть-Сысольске будет построена первая радиостанция. Она предназначалась для связи с отдаленными Коми-районами, там, где не было телеграфной связи, и соседними городами Архангельском и Вяткой. В 9 часу начали разговаривать с Вяткой. В окно глядел дождливый вечер, в комнате шумел и пищал аппарат, и не верилось, что где-то там, в Вятке, нас могут слышать и понимать. Потом стали слушать мы, и Вятка ответила. Она ответила, что слышно нас хорошо, что тон искового передатчика высокий, но слушать мешают атмосферные разряды. Днем рождения республиканского радио назовут 25 октября 1931 года. В эфир выйдет первая радиопередача, причем на коми-языке. Постановление обкома ВКПБ Коми от 24 октября 1931 года. Визингскому, Усть-Вымскому, Старожевскому и Троицко-Печорскому райкому ВКПБ. Изыскать средства и необходимое оборудование для издания собственных газет. Определить их название, подготовить специалистов-редакторов и типографских работников до 1 декабря 1931 года. Сыктывкар 30-х годов обступал берега Сысолы, а там, где сегодня стоит мемориал «Вечная слава», тогда был лишь пустырь. Почему-то именно на окраине в 1933 году стали возводить дом печати и типографию. Позже судьба расставила все на свои места, и эта точка стала центром города. Тогда же новое здание вышло самым высоким во всем Сыктывкаре, 4-этажным. Говорят, даже первый асфальт положили именно здесь. В 1936 году была принята новая Конституция СССР 5 декабря. Согласно этой Конституции, Коми-автономная область стала Коми-автономной республикой. Соответственно, изменилась вся структура государственной власти. Их сюда и перевели в это новоотстроенное здание. Они занимали, как минимум, 2 и 3 этажи. Что было на 1-м, вначале мне неизвестно. Скорее всего, какие-то технические службы. А журналисты поднялись все на 4-й этаж вместе с Коми-книжным издательством. Так что можно сказать, что у нас 4-я власть находилась выше 1-й и 2-й. К
1940 году в Коме издавалось уже 3 республиканские газеты. «Верледжич», «Коми Комсомолец», «За Новый Север». А еще журнал «Ударник» и 15 районных печатных изданий. Они были невероятно востребованы. Советские газеты выходили огромными тиражами. Не отставали по популярности и книги, выпускаемые Коми издательством. Больше сотни за год, почти 800 тысяч экземпляров. И практически все на Коми языке. 1941 год, 23 июня. На второй день войны в газете «За Новый Север» опубликована резолюция митинга трудящихся города Сыктывкара. Чувством беспредельного возмущения встретили трудящиеся Советского Союза весть о неслыханном разбойничьем нападении германского фашизма на нашу страну. Содержание газет в тот период, безусловно, изменилось. Больше патриотизма, больше громких заголовков. Появились первые военные очерки. Что-то вроде рассказов, только невыдуманных. Героями становились простые люди. Эти замечательные подруги из предприятий и организации Сыктывкара с большим энтузиазмом изучают санитарное дело. Они усиленно учатся, чтобы быть готовыми по зову партии и правительства выехать на фронт, оказывать первую помощь раненым или работать в военном госпитале. Одноэтажный деревянный военкомат располагался напротив Дома печати. Оттуда дорога на фронт началась для многих сыктывкарцев. В их числе были и журналисты. 12 героев, приравнявших перо к штыку с полей сражений, так и не вернулось. В послевоенные годы тиражи прессы увеличиваются. «Красное знамя» выходит каждый день, даже в воскресенье. Поставлена задача правительством страны, чтобы все газеты, областные, союзные, приходили горожанам, прежде всего, уже в утренние часы, чтобы человек, выходя, скажем, на завод, на фабрику, в контору, он уже утром из почтового ящика вынимал свежую газету. В каждом районе с развитием Коми СССР, освоением богатств края появляются свои газеты. К началу 60-х их число переваливает за 30. 1958 год – заполярный город шахтеров. Именно здесь, а не в столичном Сыктывкаре, была организована первая телевизионная студия. Через 2 года такая же в Ухте, а 2 июля 1964 года уже в столице республики открывают телецентр. Ленточку перерезает секретарь Коми обкома КПСС Иван Павлович Морозов. Именно так, уверенно и смело рождается из печатной журналистики республики телевизионная. В 1992-м республиканское телевидение войдет в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и назовется «Голосом республики» Коми-Гор. Многие программы, они были со словом «впервые». Впервые у меня прошел прямого эфира 11 часов телемарафона «Сопричастность». Такого не было, и до сих пор, по-моему, никто не побил этот рекорд. Поистине исторические события находят отражение в те годы на страницах газет, в эфире, радио и телевидения. Золотой эпохой назовут позже печатники 60-е, 80-е. Печатное слово ценилось наряду со словом законодательным. Ко мнению журналистов зачастую прислушивались даже партийные органы. Очень ждали читатели позитивной, конструктивной, профессиональной критики. И эта критика тут же... На эту критику реагировали партийные комитеты, партийные органы. У нас был в республике единственный настоящий фельетонист – Анатолий Иванович Смирнов. Я еще должен вспомнить фамилии других хороших профессиональных журналистов. Людмила Федоровна Зыль, Виктор Иванович Демидов, Геннадий Михайлович Турьев, Виктор Макаров, ну и многие-многие другие. От газет республиканских не отставали и районные. Они из года в год увеличивали тиражи. По сути, на местах, в коми-селах, каждая семья выписывала свою районку, создавать которую местным журналистам приходилось непросто. По району ездили на лошадях. Был у нас Федор Канев, такой дядька добрый. Вот он нас возил. Потому что, тогда машин было мало. Газета стоила 2 копейки. Тиражи газеты, тираж «Красной Печоры» был 5000. Но тогда тираж республиканской газеты «Красное знамя» был под 200 тысяч.
Вообще, в те годы журналистский промысел был ярким примером трудового героизма. Корреспонденты выезжали на строительные площадки, лесные делянки, даже в экспедиции геологов, не обращая внимания на возникающие бытовые неудобства. Если требовалось, газеты в удаленные уголки Коми-края доставляли по воздуху, а если случалась нелетная погода, пробиваясь через непогоду и бездорожье на вездеходах. Свежие номера читателям должны были быть доставлены в срок. Зачастую печатались газеты в нескольких десятках, а то и сотнях километров от редакций. Скажем, Усинская «Новь» в свое время была вынуждена прибегать к услугам печорской типографии. И если не летел в ту сторону самолет, газетчики добирались по зимнику. Я снарядил своего зама, нашел ему тулуп, но также потеплее оделся водитель. Мы нашли вязанку дров в случае аварии, чтобы можно было спасаться у костра. 170 километров по зимнику. Естественно, пропуск милиции надо было взять, чтобы пропустили. И таким образом, через 3,5 часа машина была уже в Печоре. Заместитель меня отзвонил и сказал: мы на месте. Я облегченно вздохнул. Чорніте Сыктывкар. Коми автономной Советской Социалистической Республики столица. Наравне с печатным словом развивается и радийное. На смену исключительно студийным эфирам приходят репортажные. Корреспонденты, привозя материал с командировок, стараются передать атмосферу развития новых городов, районных центров, настрой царящий в трудовых коллективах. Благодаря первым диктофонам в эфир выходят выразительные и невероятно эмоциональные работы. Михаил Александрович Ганов, корифей радио, он объездил всю республику с этим магнитофоном. Сколько он мог привезти с одной командировки, это уму непостижимо. Он съездит на 2 дня, привезет там горы материалов, из которых потом превращались в радиопередачи на коми-языке. Самое сложное и самое интересное время, так говорят работники прессы про перестройку. Советская политическая система рухнула. Партийные установки ушли в прошлое. Красное знамя, молодежь севера, Коми-му, другие издания. В поисках нового «я». На авансцену выходит госпожа конкуренция во всех своих проявлениях. Оптом забирали и мальчишки, подростки, которые зарабатывали на этом деньги, и пенсионеры, и продавали там чуть ли не на каждом углу в городе. Как эти западные фильмы смотришь, там еще, может быть, чаплинских времен, как бегают мальчишки по улицам какой-нибудь там Чикаго или Нью-Йорка, машут газетами и кричат какие-то громкие новости, заголовки. На молниеносно меняющуюся реальность быстрее других реагирует молодежная пресса. Темы становятся острее, издания начинают биться за своего читателя и рекламодателя в том числе. В редакции потоком идут многочисленные письма от жителей республики. Меняются в те годы и издания, которые прежде были официальными, значительно вырастает интерес к национальной прессе. Значение, конечно, коми-языка было довольно большим. И можно даже судить по тиражам. В те время спокойно было. Тиражи могли быть и 10 тысяч экземпляров. Коми-му, например, 90-е годы, она без никаких сильных нажатий сверху, скажем, будем так говорить. Люди сами выписывали газету, потому что темы были интересными, эпоха перемен. В эфире Коми-республиканский телевизионный канал. Сегодня вместе с нашим партнером РЕН-ТВ мы начинаем двухдневный передачу. Новые времена, новые горизонты. С приходом 2000-х по инициативе первого главы Коми Юрия Спиридонова в регионе начинает вещать республиканский телевизионный канал. Первые пробные эфиры проходят в дни 80-летия региона. Телеканал получился ярким, насыщенным, а еще звучным. Именно так позже назовут его телезрители. В переводе на коми – Юрган. 21 октября 1996 года свет увидела и первая новостная лента республики – сводки от Коми-информа, ставшего первопроходцем среди информационных агентств в Коми. Подписчики сначала регулярно получают по факсу, а уже через 5 лет журналисты начинают осваивать интернет. С появлением других информационных агентств весомо расширяется и читательская аудитория.
Коми сегодня в списке регионов с ростом в развитии массовых коммуникаций. Об этом говорят федеральные исследования. В каждом из 22 муниципальных районов есть собственные газеты. Многие издания «Ветераны труда». 2018 год, юбилейный для Коми печати. Свой 100-летний юбилей отмечает Коми-Му. Наша жизнь и маяк Сысолы переходят рубеж в 85. И это далеко не предел. История, творимая годами, будет продолжаться.